Севастополь наш. Наш. Как быстро сюда вернулась мирная жизнь. Среди артистов флотского театра, которые тоже уже здесь, кипит работа. Послезавтра они собираются дать концерт в городе. При слове «город» все поворачивают головы к задымленному сиренево-черному мареву. Через несколько часов оно рассеивается, и как занавес открывает страшную и величественную картину. Обугленные, грозные в своей непреклонности скелеты и остовы зданий, искалеченные деревья, ближе других черный тополь, гордо вскинувший острый подбородок, а вокруг миллиард кроваво-красных маков, словно открытые рты павших воинов, взывают в небо о мире. Как нет имен у этих маков, так и нет имен у тысячи тех, кто навечно остался лежать на подступах к Севастополю. На Федюнинских холмах тишина, над Малаховым курганом сны, будто не было войны, но война похоронена на дне тишины. Маки, маки, красные маки, горькая память земли. Неужели вам снятся атаки? Неужели вам снятся атаки тех, кто с этих холмов не пришли? Маки, маки, красные маки, горькая память земли. Неужели вам снятся атаки? Неужели вам снятся атаки тех, кто с этих холмов не пришли? Над Сапун-горой цветут тополя, над Сапун-горой летят журавли, но плывут из края в край по полям. Эти маки, маки, совесть земли. И казалось бы, ну что в том за страсть? 30 лет они пылают в траве. Ах, как хочется в те травы упасть, в красных маках полежать на земле. Маки, маки, красные маки, горькая память земли. Неужели вам снятся атаки? Неужели вам снятся атаки тех, кто с этих холмов не пришли? Маки, маки, красные маки, горькая память земли. Неужели вам снятся атаки? Неужели вам снятся атаки тех, кто с этих холмов не пришли? Холодные волны бьются о берег морской, носятся чайки над морем, крики полны тоской. Носятся чайки над морем, крики полны тоской. Там среди шумного моря вьется Андреевский стяг, вьется с неравною силой гордый красавец.
красавец-варяг. Бьется с неравною силой гордый красавец-варяг. Сбита высокая мачта, броня пробита на нем. Борется стойко команда с морем, врагом и огнем. Борется стойко команда с морем, врагом и огнем. Свету всему передайте, Женьки, печальную жизнь. В битве с врагом не сдались мы, пали за русскую честь. В битве с врагом не сдались мы, пали за русскую честь. Мы пред врагом не спустили славный Андреевский флаг. Сами взорвали корейца, нами потоплен варяг. Сами взорвали корейца, нами потоплен варяг. Плещут холодные волны, бьются о берег морской. Носятся чайки над морем, крики их полны тоской. Носятся чайки над морем, крики их полны тоской. Горят города по пути этих полчищ, разрушены селы, потоптана рожь, и всюду поспешно и жадно по-волчьи творят эти люди разбой и грабеж. Но разве что люди, никто не поверит. При встрече с одетым в мундире зверьем они едят не как люди, как звери, глотают парную свинину сырьем. У них и повадки совсем не людские. Скажите, способен ли кто из людей пытать старика на веревке таская, насиловать мать на глазах у детей, закапывать жителей мирных живыми за то, что обличьем с тобой не одно? Нет, врете. Чужое присвоили имя. Людьми вас давно не считает никто. Вы чтите войну, и на поприще этом такими вас знаем, какие вы есть. Пристреливать раненых, сжечь лазареты, до школы бомбить ваших воинов честь. Узнали мы вас за короткое время и поняли, что вас на битву ведет. Холодных, довольных, тупых и жестоких, но смирных и жалких, как время придет. И ты, что стоишь без ремня предо мною, ладонью себя ударяющий в грудь, сующий мне карточку сына с женою. Ты думаешь, я тебе верю? Ничуть. Мне видятся женщин с ребятами лица, когда вы стреляли на площади в них. Их кровь на оборванных наспех петлицах, на потных, холодных ладонях твоих. Покуда ты с теми, кто небо и землю хотят у нас взять, свободу и честь, покуда ты с ними, ты враг, и да здравствует кара и месть. Ты, серый от пепла сожженных селений, над жизнью навесивший тень своих крыл, ты думал, что мы поползем на коленях? Не ужас, ярость ты в нас пробудил. Мы будем вас бить все сильнее час от часа. Штыком и снарядом, ножом и дубьем. Мы будем вас бить, глушить вас фугасом. Мы рот вам с советской землею забьем. И пускай до последнего часа расплаты, дня торжества, недалекого дня, мне не дожить, как и многим ребятам, которые были не хуже меня. Я долг свой всегда по-солдатски приемлю.
И если уж смерть выбирать нам, друзья, то лучше, чем смерть, за родимую землю и выбрать нельзя. Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие гости, участники 10-го юбилейного международного кинотелефестиваля «Победили вместе». Дорогие севастопольцы, здравствуйте. Давайте поаплодируем прежде всего участникам пролога нашей церемонии, артистам Севастопольского драматического театра Черноморского флота Российской Федерации, солистам образцового хореографического ансамбля «Атлантика», художественные руководители Сергей и Галина Кравченко и актеру и журналисту Максиму Колосову. Мы вместе с Максимом сегодня будем вести церемонию открытия фестиваля. Ну, а также позвольте мне представить моего соведущего, секретарь Союза кинематографистов России Сергей Новожилов. Спасибо. Итак, мы приступаем к первой номинации нашего фестиваля. Мы еще обязательно скажем слова благодарности членам жюри, которые усердно работали эти фестивальные дни и вынесли свой вердикт. Ну а сейчас я бы хотел прежде всего поблагодарить севастопольцев и музейный комплекс 35-я береговая батарея за то, что мы сегодня с вами здесь находимся. Спасибо вам огромное. А сейчас я бы хотел представить на экране прежде всего первую номинацию «Легендарный Севастополь». Пожалуйста. Для вручения приза и диплома в этой номинации на сцену приглашается председатель Законодательного собрания города Севастополя Юрий Дойников. От имени Законодательного собрания Севастополя я хотел бы выразить благодарность участникам, организаторам фестиваля, сотрудникам музейного комплекса 35-й батареи. Вот уже 10-й раз Севастополь собирает всех тех, кому дорога память о победе, кому не безразлично будущее всех живущих в странах СНГ, в странах Европы, далеко за рубежом, все, кто помнит войну. В Севастополе этот фестиваль особенный. В этом году это юбилейный 10-й фестиваль. В этом году 70 лет, как Севастополь был освобожден от коричневой чумы фашизма. Ну и, конечно же, в этом году Севастополь отметил свою Севастопольскую весну. Севастополь вернулся в страну, которая родила его 230 лет назад, в Россию. Вы знаете, я вижу многих знакомых, которые участвовали не только в последних фестивалях, а уже много раз принимали участие. Мы собирались в разных уголках Севастополя, на северной стороне, но сегодня мы собрались в особом месте. Это место, где 72 года назад 80 тысяч советских военнослужащих, моряков и жителей города остались один на один с превосходящими силами противника. Им некуда было идти, позади моря, оружие на исходе. Очень долго эту страницу замалчивали. И благодаря тому, что севастопольцы всегда ее помнили, благодаря усилиям промышленной группы Таврида Электрик, сегодня это известно всем живущим в нашем городе. Не бывает вырванных из истории страниц. Все должно быть сохранено. Наверное, не случайно, 70 лет назад на этом же месте за 5 дней Севастополь был освобожден, и остатки фашистов мгновенно были сброшены в море и взяты в плен. Я благодарен, что этот фестиваль выполняет самую главную, на мой взгляд, функцию. Конечно, очень важно выявлять молодые таланты. Конечно, очень важно творчески соревноваться. Но, наверное, не менее важно, а важнее всего хранить память о войне и передавать ее из поколения в поколение. Спасибо всем, кто с открытой душой подходит к этому и отдает все силы, все свое свободное время, свое творчество для того, чтобы этот фестиваль жил и развивался. Спасибо.
Диплом первой степени участника фестиваля «Памяти павших будьте достойны» вручается авторам, режиссеру Шерматову, Казимову, продюсеру Алиеву, телекомпания «Дагестан». Я от всей души приветствую всех собравшихся здесь, на этом таком, знаете, вот. Я первый раз на 35-й батарее, в прошлый раз на 8-м фестивале как-то не получилось сюда заехать. А сегодня, зайдя в Пантеон, ну, знаете, вот немножко как бы дрожь пробежала по телу. И рассказывая в фильме о дагестанцах, защищавших Севастополь, защищавших Крым, умиравших здесь и отказавшихся эвакуироваться, таких было несколько. Они выполнили свой долг до конца. Я еще раз поздравляю всех с праздником, 70-й годовщиной освобождения Севастополя и 69-й годовщиной нашей победы. С праздником, ребят, с праздником. Дипломом награждается победитель в номинации «Легендарный Севастополь», «Белорусский Севастополь». Автор Ключник, режиссер Костюченко, продюсер Шемет, телекомпания Воен-ТВ, Министерство обороны Республики Беларусь. Очень приятно. Генбанк с гордостью принимает участие в этом фестивале. Хочу сказать, что Генбанк начал свою деятельность на полуострове буквально перед Великим днем Священной Победы. Поэтому фестиваль «Победили вместе» ну, как никогда олицетворяет вот все события, которые происходят. Я желаю нам только будущих мирных побед и тоже вместе. Спасибо. Спасибо, Юрий, спасибо, Александр. Чувство гордости за свою страну, за это мероприятие, которое получилось и будет получаться дальше, и за столь высокие оценки нашей телекомпании, столь почтенному жюри. Спасибо большое. Спасибо. На каждом фестивале существует приз оргкомитета фестиваля. Я приглашаю на эту сцену для вручения диплома от оргкомитета фестиваля, сопредседателя оргкомитета фестиваля, президента Евразийской академии радио и телевидения, вице-президента фестиваля Валерия Давидовича Рузина. Как будто это так, да? Добрый день, добрый вечер, уважаемые коллеги. Мне предстоит вручить несколько призов, которые учредил оргкомитет и президент фестиваля. И я бы просил пригласить на эту сцену, хочу заместителя командующего Черноморским флотом России, контр-адмирала Юрия Ивановича Ореховского, ну и председателя жюри фестиваля Игоря Станиславовича Угольникова. Уважаемые севастопольцы, дорогие гости нашего города-героя, мне особо приятно приветствовать организаторов, участников фестиваля, 10-го юбилейного фестиваля «Победили вместе» от лица моряков-черноморцев, от лица военного совета Краснознаменного Черноморского флота. Я 5-й год служу на Черноморском флоте, до этого мне посчастливилось служить на дважды Краснознаменном Балтийском флоте. Сам родом из Беларуси, но это не значит, что находясь на фестивалях, конечно, мы болеем за всех участников, за всех тех, кто привозит свои работы, тех, кто неравнодушен к нашей истории, к святой истории. Потому что забывать о том, что случилось в годы Великой Отечественной войны на нашей земле, на обильно покрытой кровью, политой кровью наших предков земле, мы не вправе. Вот на этом святом месте каждый молодой воин-черноморец принимает военную присягу. И он клянется на верность Родине. Это традиция Черноморского флота, которая появилась совсем недавно, буквально 2 года назад.
И вот буквально уже через день прибывает новое молодое пополнение, которое увидит своими глазами, что здесь происходило, и узнает еще одну страничку истории, которую, к сожалению, не каждый знает в нашей стране, что действительно было в районе этой 35-й батареи мыса Херсонес в 1942 году. Я хочу прежде всего поблагодарить участников и организаторов фестиваля за ту работу, которую они делают. Черноморский флот всегда поддерживал и будет поддерживать эту работу, этот фестиваль. И, конечно, хочу поздравить от черноморцев со святыми для нас всех праздниками. У нас вчера еще один праздник был. 231 год назад родился Черноморский флот. Мы открываем эру дней рождений всех флотов. Они родились в мае. 18-го Балтийский флот, 21-го Тихоокеанский, 1 июня Северный флот. Но 13 мая именно в Ахтиарскую бухту зашли корабли под командованием вице-адмирала Федота Алексеевича Клокачева и стали строить Севастополь. И с тех пор Севастополь и Черноморский флот — это неразделимое понятие. Я хочу поприветствовать вас, то, что мы 10-й фестиваль, но впервые проводим на исконно русской земле, на российской, на русской территории. И надеюсь, что это будет тоже незыблемо. С праздником всех! Добра, мира, благополучия, здоровья, конечно же, мирного неба. Спасибо. Приглашайте. Дипломом награждается победитель номинации «Эстафета памяти». «Смотри и помни». Автор и режиссер Александр Елагин. Город Херсон, Украина. Это специальный приз оргкомитета нашим украинским товарищам, которые, несмотря на все трудности, приехали и привезли интересную работу. И также денежный приз от Генбанка. Вы знаете, все это время, когда мы находились здесь, на земле Севастополя, нас переполняла радость и за крымский народ, за наш советский народ, особенно когда мы смотрели все фильмы, которые были представлены на фестивале. И радость за Россию. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, я прежде всего, как председатель жюри нынешнего фестиваля, хочу поблагодарить всех членов жюри за их работу, за то, что они отнеслись к этому не с холодным сердцем. Награждается победитель в номинации «Интернациональный долг. Другая война». Фильм «Преданный миротворец». Автор фильма Сергей Ломакин и генпродюсер Александр Рапопорт, Али Абызов. Я понимаю, что да. Но это тоже приз оргкомитета. Да. Поздравляем вас. И также приз от Генбанка. Добрый вечер. Это наш второй фестиваль. Первый мы немножко в другой роли принимали участие. Но фестиваль полюбили, Крым, Севастополь полюбили. В том году Валерий Давыдович соврать не даст. Я ему пообещал, что на следующий фестиваль мы выставим свою картину. Это первый фильм из большого цикла, который мы сняли. Наш первый фестиваль. Ну и первое место. Нам очень приятно. Всем большое спасибо. Удачи, успехов и до встречи в следующем году. Спасибо. Ну, конечно, во-первых, большая благодарность Черноморскому флоту. Мы с Юрием Ивановичем на постоянной связи, и если бы не чувство локтя и поддержки, то многое бы нам здесь вот за такой короткий срок не удалось. Спасибо, Юрий Иванович. И, уважаемые коллеги, значит, я вручаю приз президента фестиваля. Это приз Дмитрия Владимировича Саблина, человека, без которого фестиваль бы просто не состоялся, не смог бы состояться, который внес свой вклад неоценимый, чтобы мы смогли за месяц фактически, с большими сложностями, трудностями, но и пригласить вас всех, и сделать все, что здесь происходит. Итак, этим призом Дмитрий Владимирович
награждает телепроект телерадиокомпании «Казахстан». Это телепроект, в котором сняты ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Казахстане. И крупнейший телеканал Республики Казахстан, главной телерадиокорпорации «Казахстан», показывает это в своем эфире. Пожалуйста. И также денежный приз от Генбанка. Я приветствую всех участников. И мы, телеканал «Казахстан», вообще Казахстан всегда помнит те годы, и всегда мы поддерживаем своих ветеранов. И уже сейчас в Казахстане начата подготовка к проведению 70-летия Победы. Всех участников еще раз поздравляю. Спасибо всем. А сейчас победителей и участников фестиваля поздравляет лауреат международных фестивалей и конкурсов Надежда Мироводова. Ребята с фотографии смотрят, и в глаза дружбу свято, как и прежде, хранят. Каждый мог быть счастливым, каждый мог быть любимым, но остался мальчишкой, молодым навсегда. Это просто война, это просто разлука, это просто беда, да, что на землю пришла. Это просто судьба, злая доля и мука. Это просто война, что мальчишку нашла. Это просто война. Он отчизне доверил все, что знал 18. Поцелуй с любимой и родимую мать. В ночь ушел на задание, в жизни все не доделал, дом родной не построил, сына не воспитал. Это просто война, это просто разлука, это просто беда, что на землю пришла. Это просто судьба, злая доля и мука. Это просто война, что мальчишку нашла. Это просто война. Перед боем невесте написал он открытку, 20 слов, как он любит, и привет передал. Слушай, маме, скажи, что мне страшно не будет. Я ни разу не струсил, друзей не предал. Оборвались те строчки в поле снайперы девки, что на поле в зеленке притаилась в ветвях. И одной пулей дурой стало меньше винтовки, и одним сыном русским стало больше в сердцах. Молодые ребята с фотографии смотрят, а мальчишки живые строем новым стоят. Не
Не забудем любимых, не забудем их лица, не забудем их взгляды, будем помнить солдат. Это просто судьба, злая доля и мука. Это просто война, что мальчишку нашла. Это просто война. Надежда Мироводова. Спасибо большое, Надя. Мы познакомились с Надеждой совершенно случайно во время церемонии открытия. Она подошла и сказала: а можно я на закрытии обязательно спою? И прислала вот эту свою песню. Мы когда ее послушали, конечно, предложили ей сегодня выступить перед вами, тем более, что она живет и трудится в вашем замечательном городе. Надежда Мироводова. К сожалению, не все сегодня члены жюри выйдут на эту сцену. В связи с этим я бы хотел их еще раз назвать и надеюсь, что вы им поаплодируете. Егор Серов, главный редактор «Радио Звезда». Игорь Телегин, актер, режиссер, продюсер из Херсона, Украина. Григорий Тараненко, советник ВГТРК. Андрей Зеленов, профессор Московского государственного университета культуры. Евгения Головня, режиссер, заслуженный работник культуры. Она сегодня как раз выйдет на сцену, ибо Женя учредила свой приз славной династии Головня. Наталья Цонева, Болгария, режиссер, продюсер, сценарист. И Валентина Владиславлева, тоже режиссер, продюсер, сценарист. У нас Наталья загадочный персонаж. Я знаю точно, что она здесь есть на церемонии, но как-то мы никогда ее не видим. Хотя мне сказали, что она очень активно работает. А сейчас представляем две следующие номинации: «Другая война» и «Евразия. Территория дружбы». Ну а сейчас для вручения дипломов в номинации «Другая война» я приглашаю на сцену как раз члена жюри Игоря Телегина. Игорь, пожалуйста. Дипломом первой степени награждается картина «Декабря». Автор и режиссер Азат Хакимов, продюсер Сергей Азимов. Казахстан. Пожалуйста, к микрофону два слова. Спасибо большое. Я обязательно передам этот приз ребятам, афганцам. Спасибо. Спасибо, поздравляем. Пожалуйста, Игорь. Дипломом победитель в номинации «Интернациональный долг» награждается фильм «Афганистан». Диплом первой степени. Автор и режиссер Виктория Головина. Продюсер Елена Пахомова. Город Тирасполь, Приднестровье. Да, и, Саш, прошу вас вручить также денежный приз.
Ростове впервые на фестивале, и я хочу сказать всем вам, всем нам огромное спасибо за то, что наши дети уж точно будут знать, что войну победили не американцы, и никто не сможет их в этом убедить. Они будут знать, что ответить. Спасибо, поздравляем вас. Дипломом «Другая война. Интернациональный долг» награждается картина «На мне крови нет». Автор Игорь Хрекин, режиссер Светлана Стасенко. Киностудия НЭЦКИ имени Савы Кулеша. Имени Савы Кулеша. Савы Кулеша, прошу прощения. Мне очень приятно видеть Света. Мы вместе находимся в правлении Дома кино Союза кинематографистов. Вот так можно встретить родного человека на фестивале в Севастополе. Поздравляю искренне. Спасибо большое. Мне очень трудно говорить в этом месте, если можно и чужими словами. На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. Здесь кто-то приносит букеты цветов, и вечный огонь зажигает на братских могилах. У братских могил нет заплаканных вдов. Сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов. Но разве от этого легче? Спасибо. Спасибо вам. Поздравляем. Для вручения диплома в номинации «Евразия. Территория дружбы» я приглашаю на сцену заместителя председателя оргкомитета фестиваля и вице-президента Евразийской академии телевидения и радио Рустама Арифджанова. Всем добрый вечер. Давайте сразу к делу. Диплом первой степени участника фестиваля за фильм «Долгая дорога к отчему дому» присуждается Сергею Азимову, автору, режиссеру и продюсеру, кинокомпания «Тонарис Продакшн», город Алматы, Казахстан. Я хочу выпить за здоровье Генбанка вместе с афганцами и помянуть героя своей картины. Диплом первой степени участника фестиваля за фильм «Адмирал Макаров. 36 дней войны». Режиссер Анна Голикова, студия ВГИП-фильм, город Москва. Спасибо большое Севастополю. Спасибо Крыму. Спасибо мира и добра. По дорогам войны особенно приятно вручать этот диплом первой степени, потому что этот фильм подготовила Ассоциация женщин-журналистов Молдовы «Новый взгляд». Большое спасибо всем. Специальный диплом участника фестиваля получает за развитие межкультурного диалога студия Деймос, Болгария. Спасибо. Не всем удалось забраться до 35-й батареи. Мне особенно... Но мы обязательно передадим диплом. Мне особенно приятно, и многие, наверное, догадываются, почему вручить этот приз за фильм «Дядя Валя» студии документальных фильмов «Айк», медиахолдинга «Шарм», Армения. Спасибо большое. К сожалению, автор не смог приехать. Я вручу. Большое спасибо. Но, как видите, ничто не помешало нам провести наш международный фестиваль. А мне особенно приятно, что я вручал дипломы в номинации «Евразия. Территория дружбы». В отличие от других территорий, мы будем доказывать, что мы действительно очень дружные люди. Спасибо. А сейчас лауреатов поздравляет депутат Законодательного собрания города Севастополя, автор и исполнитель Сергей Бурштейн. Встречайте.
Добрый вечер всем, дорогие друзья. Поздравляю всех с праздником Победы. В этой страшной войне было много трагических историй. Хатынь, 35-я береговая батарея. И одна такая страшная страница – это Бабий Яр. И вот данному событию посвящена моя песня. Собирали деток, чтоб теплее было, в чемоданах вещи, розовое мыло. Мы куда-то едем, наш народ привычен, ветит Моисей, странный сей обычай. С самых разных улиц, как судьбы притоки, ручейки людские по одной дороге. Дома все оставив, вроде как беспечность, даже и не знать, что шагают в вечность. И старик со скрипкой думал пригодится, мог ее оставить, но не смог проститься со звездой Давида в жизни путеводной. Но старик и скрипка стали неугодны. Здесь за миг сидели, страх впивался в кожу. Мы же все же люди, помоги нам, Боже. Но овчарки словно волки на охоте. Страшный дождь свинцовый, не осенний вроде. А над Бабьим Яром, а над Бабьим Яром выстрелы звучали много дней. Над Бабьим Яром, а над Бабьим Яром стоны жертв и крики палачей. Стоны жертв и крики палачей. Прижимала к сердцу маленького сына мама, полукровка, девушка Галина, крестик православный. Был на Ройтман-Миле сотни тысяч разных в братской той могиле. И разносит ветер, обнажая души. Да умейте слышать, да сумейте слушать. Бабий Яр — истории, трагедии, слова. Киев, Куреневка, Холокост, Шоа. Бабьим Яром, а над Бабьим Яром выстрелы звучали много дней. А над Бабьим Яром, а над Бабьим Яром стоны жертв и крики палачей. Стоны жертв и крики палачей.
Сергей Бурштейн. А сейчас мы переходим к новым номинациям. Дебют и летопись великого подвига. Внимание на экран. Диплома в номинации «Дебют» я приглашаю на сцену временно исполняющего обязанности генерального директора Севастопольской государственной телерадиокомпании Сергея Норманского. Давайте поаплодируем телекомпании, потому что если бы не эта компания, вообще, я считаю, фестиваль бы не состоялся. И лично Сергей Дмитриевич, спасибо ему огромное. Спасибо большое. А я со своей стороны прошу подняться на эту сцену благочинного Севастопольского округа Сергея Халюту. Спасибо большое. Я хочу поблагодарить вас, дорогие братья и сестры, за то, что я в течение часа нахожусь в нашей единой стране. Азербайджан и Молдавия, Украина и Россия, Белоруссия, Армения, Приднестровье. Такое ощущение, что не было этих 23 лет. Такое ощущение, что я нахожусь в 80-х годах. Там, где был братский народ, единый братский народ. И то, что вы делаете в течение этих 10 лет, вы приближаете победу, или вы приближали победу Севастополя как могли. Вы напитывали, наполняли нас и подрастающее поколение, идущее за нами, тем патриотизмом и той гордостью, которую мы чувствуем за тех победителей, которые стояли здесь насмерть на 35-й батарее. Я хотел бы сегодня, с вашего позволения, наградить или вручить грамоту Норманскому Сергею Дмитриевичу в благословение, за старания, за труды во славу Святой Православной Церкви от митрополита Владимира. Дорогой Сергей Дмитриевич, я сердечно благодарю за то соработничество, которое вы ведете и с Православной Церковью. А слава Богу, Православная Церковь – это церковь, которая находится на территории всех тех государств, которые я сейчас сказал, и она называется очень просто – Русская Православная Церковь. В Украине, в Белоруссии, в России, в Азербайджане и так далее, и так далее, и так далее. Спасибо вам огромное. Это импровизация. Сергей не знал о том, что именно благочинный будет вручать ему диплом. Ну а сейчас мы просим Сергея Дмитриевича вручить дипломы уже номинантам. Сережа, можно дальше? Спасибо. Дипломом первой степени награждается «Живу и радуюсь» программа режиссеры Филиппов, Акимов, мастерская Зеленова, город Москва. Я уже отсюда. Опять же, в номинации «Дебют» Казахская национальная академия искусств имени Жургенова за цикл студенческих работ. Спасибо большое. Да, конечно. Мы, казахстанцы,
из поколения в поколение передавая память о тех, кто пал в Великой Отечественной войне, бережно чтим и храним ее. И мне хочется сказать, что на этой севастопольской земле лежат и наши деды, которые воевали которые воевали и победили вместе за то, чтобы мы были с вами вместе. Низкий поклон вам. Спасибо. Диплом второй степени участника фестиваля в номинации «Дебют». Лента «Дугин». Автор, режиссер Сергей Дмитриенко. Государственная академия искусств. Мастерская Грицковой. Город Минск. Беларусь. Спасибо большое всем. Диплом второй степени участника фестиваля в номинации «Дебют». Вазген Амбарцумян, режиссер, Давид Матевосян, оператор. Фильм «Вечность». Академия телевидения и радио Армении. Спасибо. 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 Спасибо очень. И диплом третьей степени участника фестиваля лента «Земляки». Автор и режиссер Медведева, мастерская Зеленова, город Москва. Опять. Спасибо. Мы поздравляем Андрея и его учеников. Спасибо. Спасибо, Сергей Дмитриевич. Спасибо. Надеемся на сотрудничество и в дальнейшем с вашей удивительной телевизионной компанией и ее потрясающим коллективом. Ну а сейчас для вручения дипломов в номинации «Летопись великого подвига» я приглашаю на сцену заместителя председателя оргкомитета фестиваля и вице-президента Евразийской академии телевидения и радио, поэта и писателя Ивана Кононова, автора гимна фестиваля. Диплом второй степени. «Путь к победе». Автор Сухарев, режиссер Ермошин. Телекомпания «Волга», Нижний Новгород. Большой привет с берегов Великой Волги и низкий поклон Севастополю, который напомнил нам с вами, как надо Родину любить. Спасибо. Дипломом второй степени награждается участник фестиваля. Фильм «Дорога в Мекку». Автор и режиссер Асель Жураева. Киностудия «Кыргызфильм», Кыргызстан. Дипломом первой степени награждается фильм «Бои на перевале Абхазии». Автор Кокаскир, режиссер Авидзе, телевизионная студия «Медиа Аспект», Сухум, Абхазия. Извините, если я неправильно прочитал. Добрый вечер всем. Мы рады получить эту награду, и мы первый раз находимся здесь, в Севастополе. На самом деле, много людей из Абхазии принимало участие в обороне Севастополя. Точно так же много людей из всех районов России, Советского Союза тогда принимало участие в боях на перевалах Абхазии. Очень много людей там погибло. Поэтому это действительно общая победа. Всем спасибо. Дипломом второй степени награждается фильм «Неотправленное письмо». Автор и режиссер Георгий Сушко, продюсеры Лисовская, Голиков, город Москва. Спасибо этому замечательному городу, спасибо людям этого замечательного города. И спасибо, что мы можем сказать, вот, что мы вместе, нас очень много объединяет. Спасибо. Диплом первой степени. Фильм «Мы за ценой не постояли». Автор Лаптев, режиссер «Русских». Телекомпания «Нева ТВ», город Таганрог.
Спасибо. И вот таким замечательным дипломом награждается победитель в номинации «Летопись великого подвига». Фильм «41-й победный». Автор и режиссер Станислав Радольский. Студия «Марафон АРТ», Москва, Россия. Это мой папа. Спасибо большое. Это мой папа Станислав Раздорский. Он не смог приехать, но, конечно, он мечтал бы побывать на этом фестивале. И спасибо вот от него и от всей нашей студии. Мы благодарим вас за то внимание и будем продолжать делать такие фильмы, чтобы всегда помнили о том подвиге, который был совершен. Спасибо. А также приз от Генбанка. Спасибо. Иван, знаю, что ваша песня открывала наш фестиваль. Песня называется «Солдаты России». И можно ли ее сегодня услышать еще раз, но уже в авторском исполнении? С превеликим удовольствием. Я только хочу сказать два слова от себя лично, что благословенная героическая земля Севастополя как никогда вдохновляла меня ежедневно на какие-то стихи, строчки, мысли. Я одно из стихотворений, написанное буквально здесь, в эти дни, небольшое прочту. Оно было навеяно, собственно говоря, наблюдением за чайками, которые летают и будут летать. Меняются времена, меняются обстоятельства, а чайки, они на все времена. Было дело у причала из последних птичьих сил. Чайка перышко роняла, немец перышко ловил. Все в дыму смертельных боин били фрица моряки. И сдувал советский воин чайки перышко с руки. Ты кружи над нами, чайка, Севастополь русский свят. Скинь-ка перышко, давай-ка внукам доблестных солдат. Солдаты России. Воздух нашим дыханием согрет, чуть колышется знамя полка. Территория наших побед — это там, где мы живы пока. Гул сражений далеких затих, только где-то грохочет опять. За себя и родных, за любимых своих мы готовы всегда постоять. За себя и родных, за любимых своих мы готовы всегда постоять. Мы солдаты России, мир закрыли собою, ни о чем не просили, отдавались лихвою. Наши горькие даты, символ славы и силы. Мы России солдаты, мы солдаты России. Мы печатаем шаг, а в ответ перекличку ведут соловьи. Территория наших побед, нашей веры и нашей любви. Нам не зря испытания даны, непростых, но счастливых годин. Все напасти страны и все беды страны победим, победим, победим. Все напасти страны и все беды страны победим, победим, победим. Мы солдаты России, мир закрыли собою, ни о чем не просили, отдавались
солдаты, мы солдаты России. Мы солдаты России, мир закрыли собою, ни о чем не просили, отдавали с лихвою наши горькие даты, символ славы и силы. Мы России солдаты, мы солдаты России, наши горькие даты, символ славы и силы. Мы России солдаты, мы солдаты России. Спасибо большое. Иван Кононов. Впервые на фестивале был вручен приз, учрежденный военно-историческим обществом за верность исторической правде. Он был вручен фильму «Я останавливаю время» шведского режиссера Брески. Картина посвящена выдающемуся оператору Владиславу Микоше, который во время войны запечатлел исторические кадры битвы Севастополя, за Севастополь. В связи с тем, что создатели фирмы, к сожалению, не смогли остаться и уехали, мы сейчас хотим показать вам фрагмент вручения приза. Внимание на экран. Номинации «Летопись великого подвига». Вот этот замечательный диплом, награды получил фильм «I Stop Time». Это именно фильм «Я останавливаю время». И режиссер Гунилла Брески, Швеция. Гунилла, пожалуйста. Mr. Narmasti is very happy to congratulate you on the... Специальным решением оргкомитета, это не жюри решило, это оргкомитет, мы, конечно, оценили то обстоятельство несомненное, что фильм госпожи Брески, он снят не просто с уважением к нашему прошлому и с уважением к тому поколению людей, кто победил нацизм, но, помимо всего прочего, он основан на документальной истории. В нем использованы подлинные дневники, подлинная хроника событий. И вот с точки зрения верности исторической правде, он как нельзя лучше соответствует тому идеалу, который мы, как историки, хотели бы видеть. Поэтому этот приз, он называется «За верность исторической правде», мы с удовольствием решили присудить госпоже Брески и ее замечательному фильму «Я останавливаю время». Разрешите? Держите, держите, держите. А вы упадете. Will you go to Aeroflot and explain to them why my luggage is so heavy? Аэрофлот примет. Да, ей придется объяснять, почему ее... Ой-ой-ой, сейчас уже у нас уже начинается. Она просит дать сертификат, что это действительно приз, чтобы не остановили в аэропорту. Подтверждение, бумажку подпишите с печатью. Да. На печать, я не знаю, как номер печать. Сергей Ильич Нарманский поставит. Спасибо вам большое. Спасибо. И в завершение, этот фильм, дорогие друзья, посвящен замечательному фронтовому кинооператору Владиславу Микоше. Да? Именно летопись хроника освобождения Севастополя. И поэтому здесь еще такие дополнительные призы, кроме того, что это каталог и двухтомник «Операторы советского кино», которые, возможно, подарят новые темы для вашего творчества. Produce very many new films. Спасибо, спасибо вам After you read this book. Ну и замечательное фото на память, я думаю. Давайте фото на память, общий план. Ваши цветы. Давайте приз обратно, тяжелый. Подержу. Вот он будет у вас вот так, а я буду держать. Okay, very good. Thank you. Long live festival. Давайте еще раз поаплодируем. И сейчас мы переходим к новым номинациям. Крым, история и современность и эстафета памяти. И снова внимание на экран.
сцену члена Совета Федерации от Республики Крым Ольгу Кавитиди. Пожалуйста. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие братья и сестры. Я хочу сказать вам о том, что мы с вами победили вместе. Мы вернулись домой, в Россию. И, наверное, вот не всегда должно было быть так. Вот я сейчас стою перед вами, сенатор, член Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации. А вот в те дни, достаточно тревожные дни зимы и весны 2014 года, буквально несколько месяцев, 2 месяца назад, мы не знали, чем это закончится. Или нас разорвет толпа националистическая, либо нас снимет пуля снайпера с Дома профсоюзов. Мы научились спать в бронежилетах, мы научились садиться в машину за 1 минуту, прикрываемые нашими товарищами из самообороны. Мы многому научились. Вся наша жизнь стала заново. Она делилась до нашей Крымской войны, победной войны, очередной войны, и после. И поэтому сегодня мне вдвойне приятно от имени нашего лидера, который... Мы не думали, что он будет главой республики. Он просто был нашим героем, он был командиром, за которым мы шли, Сергей Аксенов, Владимир Константинов, мой боевой товарищ. Я вдвойне могу сказать о том, что Дима Саблин – это человек, вместе с которым мы вели переговоры с воинскими частями, никто тогда не знал, кто он. С 2006 года это наш товарищ, с которым мы делали наше общее дело, в результате которого мы сегодня находимся дома. Я хочу поздравить всех вас с этим замечательным кинофестивалем и сказать о том, что 1944 год, он очень похож на 2014, потому что мы победили. Но в то же время тревожные сводки с Юго-Востока говорят о том, что нам еще есть за что бороться. Я поздравляю всех вас с нашей победой. Спасибо, Ольга, не уходите, а я приглашаю на сцену художественного руководителя фестиваля Валентина Овсянникова. Я надеюсь, что Валентин и Ольга вместе вручат дипломы в номинации «Крым. История и современность». Диплом 1-й степени участника фестиваля вручается священноисповедник Роман Медведь, режиссер Медведева. Спасибо большое. Передам режиссеру этот приз. Диплом 2-й степени участника фестиваля вручается за фильм «Доркова». Автор Викторова, режиссер Ангелов. Компания «Деймос», город София, Болгария. Пошлем по почте. Диплом 1-й степени вручается участнику фестиваля «Полуостров спасенных сокровищ». Автор Барабанов. Диплом 2-й степени участника фестиваля вручается автору, режиссеру и продюсеру Валентину Казувскому. Я буквально 2 слова хочу сказать. Сегодня приехал я из Киева и хотел передать привет всем участникам фестиваля от друзей нашего фестиваля Виктора Петренко, Василия Юрычка, которые по объективным обстоятельствам не смогли принять участие в нашем фестивале. Надеюсь, что следующее наше мероприятие, которое состоится в Севастополе, приедут наши коллеги из Киева. И огромное спасибо оргкомитету за то внимание крымским фильмам, которые были представлены на конкурс. Спасибо. Дипломом награждается победитель в номинации «Крым. История и современность» Исмаил Гаспринский, режиссер Булгаков, продюсер Булгаков. И приз от Генбанка. Спасибо Генбанку, спасибо Ольге Федоровне
Спасибо всем присутствующим. Ну и, естественно, Рустаму Мустафаевичу Ревджанову. Благодарю. В номинации «Эстафета памяти» для вручения дипломов на сцену приглашается актер, режиссер и продюсер Сергей Маховиков. И можно дипломы. «Судьба солдата». Автор и продюсер Дьяконова. Режиссер Зацепин. Телекомпания «График Медиа Групп Москва». Спасибо большое нашему жюри. Мы этот фильм делали с большими такими серьезными эмоциями. Нам очень так тяжело достался. Так что спасибо. «Святая Римма». Автор Карпов, Бондаренко, режиссер Карпов. Телекомпания Воен-ТВ, Министерство обороны Республики Беларусь. Я хочу сказать, эта история случилась 100 лет назад, во время Первой мировой войны, и потрясла настолько современников, что о этой девушке, о Риме Михайловне Ивановой, был в 19 году снят фильм. И он был не допущен к прокату по просьбе сослуживцев Рима, потому что было снято достаточно неправдоподобно. Девушка в современной прическе на высоких каблучках носилась по полю под свист пуль. И, в общем-то, сослуживцы обещали отловить создателя и заставить его съесть пленку. Ну, наверное, мы исправили этот исторический киноляп, и, скорее всего, у нас получилось. Спасибо большое. «Между миром и войной». Автор Алдухова, режиссер Далирчик. Телекомпания Воен-ТВ, Беларусь. Некоторых героев этого проекта, к сожалению, уже нету. Они ушли. Это ветераны. Мы успели запечатлеть их и показали души этих людей, детей, которым было тогда 14, 15, 16 лет. Спасибо. Не уходите. Неожиданно. Дипломом награждается победитель в номинации «Эстафета памяти» «Честь никому». Автор Бондаренко, режиссер Богданец, продюсер Шемет. Телекомпания Воен-ТВ, Министерство обороны Республики Беларусь. Фильм мне особенно приятно. Я выпускник Минского Суворовского военного училища 90-го года. Фильм об этом училище и не только. Фильм об истории кадетства на территории Беларуси. Несколько слов об актерах. В фильме снимался Василий Семенович Лановой. Низкий поклон ему за это. И остальные актеры, это были наши же выпускники, наши же дети и воспитанники нашего Суворовского училища. И у них это получилось. Ну и делали мы это совместно с Белорусским союзом суворовцев и кадет. Общественное объединение, которое, ну, в общем-то, можно считать, это победа всех суворовцев Беларуси. Спасибо. Спасибо. И повторюсь, Сергей, нам и вас не хотелось бы отпускать с этой сцены, и просим вас также исполнить песню. Мне кажется, порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей
не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому ли так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса? Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день, и с журавлиной стаей я поплыву в такой же сизой мгле, из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Всех победителей с праздником, удачи вам и здоровья, чтобы никогда не было войны. Спасибо вам большое. Сергей Маховиков, спасибо, Сереж. Ну а мы переходим к следующим номинациям. Наследники героев Великой Победы. У войны не женское лицо. Пожалуйста, экран. Для вручения дипломов в номинации «Наследники Героя Великой Победы» на сцене член жюри фестиваля, заслуженный работник культуры России, режиссер, продюсер, представитель славной кинематографической династии Головни Евгения Головня. А диплом участника фестиваля фильму «Пловец», автор и режиссер Сергей Русаков.
Спасибо, фестиваль, спасибо, Севастополь. Я благодарен судьбе, что мы попали сюда на праздник 9 мая, потому что ничего подобного я не видел нигде, ни на каких праздниках, такого единого ликования с десятков тысяч людей. И еще раз, как бы, так как я не молодой человек, все-таки совершенно по-другому можно было увидеть и прочувствовать три главных понятия, которые являются в Севастополе основополагающими. Русский флот, отчизна, Великая Победа. Спасибо за это великому городу. Спасибо. Спасибо. Поздравляем. Диплом. Вручается диплом первой степени за режиссуру участнику фестиваля картине «Стыд». Игровой фильм. Режиссер Юсуп Разыков. Продюсер Малышева. Отец и сын. Мы приглашаем на сцену. Я знаю, что в зале сегодня Город прилетевший актер-исполнитель одной из ролей в фильме Роман Курцин. Вы хорошо его знаете по «Жажде», где он сыграл главную роль и получил массу призов за эту актерскую работу. Рома, я думаю, что ты передашь этот диплом. Я скажу от режиссера, он просил передать, что это для него главная награда за этот фильм. Спасибо большое. Вручается диплом первой степени участника фестиваля. Андрей Туполев, «Человек полета». Автор Ирина Мишина, режиссер Грачев. Единая медиагруппа «Город Москва». Мы обязательно передадим диплом. Для вручения дипломов в номинации «У войны не женское лицо» на сцену приглашается почетный гость фестиваля Александр Дьяченко. Диплом первой степени вручается автору-режиссеру Владимиру Эйснеру, киностудия «Азия Фильм», город Новосибирск. Спасибо. Итак, победили вместе. Диплом. Награждается победитель в номинации «У войны не женское лицо». «Маленькие узники Великой Лепетихи». Автор Юрий Лаптев, режиссер Андрей Русских. ООО «Телекомпания Нева ТВ», город Таганрог, Российская Федерация. Огромное спасибо устроителям этого фестиваля, потому что нужность его переоценить невозможно. Очень важно помнить, очень важно гордиться. Я знаю точно, что в Севастополе растут поколения, которые и помнят, и гордятся. И если благодаря этому прекрасному мероприятию, этому форуму, где собирается такое большое количество умных, талантливых, знающих людей, благодаря всему тому, что происходит здесь, еще и души тех, кто жил когда-то и погиб здесь, за эту землю, нас услышат. Услышат то, что мы гордимся, и то, что мы помним, тогда вдвойне спасибо этому фестивалю. Спасибо большое. Спасибо большое Александру. А сейчас я с удовольствием хочу пригласить на сцену этого артиста. На церемонии открытия он пел и гимн фестиваля, и песню открытия «Солдаты России». Александр Коренков, лауреат международных российских фестивалей, солист многих опер. Он выступал на многих оперных сценах мира. И в исполнении Александра прозвучит знаменитая бернесовская песня «Темная ночь» Никиты Богословского. «Темная ночь». Александр Коренков. Я хотел бы спеть ее вместе с вами. Со всеми, пожалуйста. Хорошо? Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах,
тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в пути. Вот и теперь надо мною она кружится. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Ты меня ждешь, ждешь. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. Александр Коренков, спасибо, Саш, большое. Ну а мы переходим к следующей, дорогой, наверное, для всех москвичей номинации. Она называется «Защитники Москвы». Пожалуйста, экран. И для вручения диплома в этой номинации приглашается заместитель директора Дома Москвы в городе Севастополе Кирилл Сомов. Кирилл. Добрый вечер. Диплом первой степени участника фестиваля фильм «Батя». Автор и режиссер Султан Байзасов. Телеканал, Пятый канал, Кыргызстан. Дорогие гости Севастополя, друзья, жители бывшей великой страны, я вас поздравляю с возвращением Севастополя или, возможно, возвращением России на свое исконное место.
И надеюсь, что мы как раньше защищали Москву, так и сейчас, так и в будущем будем стоять вместе для нашей общей победы и беречь память о наших дедах. Спасибо большое. Диплом второй степени. Фильм «Две войны». Лента. Автор-режиссер Савченко, продюсер Ельчининова, студия «Колесо обозрения», город Москва. У меня фильм называется «Две войны», но мне очень хочется, чтобы все мы жили в одном мире. Диплом победителя в номинации, специальная номинация «Защитники Москвы» Бауыржан Мамышулы. Игровой телевизионный фильм. Автор Жаксылыков, режиссер, продюсер Сатаев. Кинокомпания «Сатай». Ахан Сатаев по нашему заказу делал. Заказчик фильма – акционерное общество «Хабар». В этом году, 5 мая, накануне Дня Победы, агентство «Хабар» провело встречу для ветеранов Великой Отечественной войны. Очень мало сейчас осталось их. В Алмате их не больше нескольких сотен осталось. И когда мы их приглашали на встречу, они сказали: «Ой, деточки, мы не сможем, у нас уже ноги болят». Мы говорим: «Мы вас привезем». И вот когда закончился показ, в зал вошел актер Еркебулан Даиров, и ветераны, когда увидели его, кинулись к нему, начали его обнимать, целовать и говорить: «Вот Бауыржан, вот он наш Бауыржан». Я очень волнуюсь, потому что я никогда не думала, что я буду стоять на Севастопольской земле, потому что мой дедушка тоже участвовал в войне, он погиб, и я думаю, что вот этот фильм – это дань памяти всем нашим отцам, всем ветеранам. Большое спасибо. А сейчас для поздравления лауреатов на сцену приглашается специально прилетевшая на церемонию закрытия из Москвы заслуженная артистка России Нина Шацкая. Встречайте. Осыпались листья над вашей могилой и пахнет зимой. Послушайте, мертвый, послушайте, милый, вы все-таки мой. Смеетесь в блаженной крылатке дорожной, луна высока. Мой так несомненно и так непреложно, как эта рука. Опять с узелком подойду утром ранним к больничным дверям. Вы просто уехали в жаркие страны, к великим морям. Я вас целовала, я вам колдовала, смеюсь над загробной тьмой. Я смерти не верю, я жду вас с вокзала домой. Листья осыпались, смыты и стерты на траурных лентах слова. И если для целого мира вы мертвы, я тоже мертва. Я вижу, я чувствую, чую вас всюду, что ленты от ваших венков. Я вас не забыла и вас не забуду.
во веки веков. Таких обещаний я знаю бесцельность, знаю читу, письмо в бесконечность, письмо в беспросветность, письмо в пустоту. Нина Шацкая. Ну а сейчас я вновь приглашаю на сцену президента Евразийской телеакадемии и вице-президента нашего фестиваля. Но я его все время повышаю, хоть он и говорит, что никакой он не вице-президент, Валерий Давидович Арузин. Уважаемые коллеги и друзья, мы близимся к завершению нашей церемонии. Значит, вот обращаю ваше внимание на развивающиеся здесь флаги. Это «Боевое братство». Это организация, которая является партнером нашего фестиваля и благодаря которой мы во многом сегодня здесь. Я приглашаю Александра Перминова, руководителя Севастопольского отделения «Боевого братства». Дорогие друзья, ветераны войны в Афганистане, других локальных конфликтов принимали активное участие во всех фестивалях, которые проходили здесь, на Севастопольской земле. И в этом году мы тоже хотим наградить дипломом Севастопольского городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Викторию Головину, автора и режиссера документального фильма «Афганистан», первый приднестровский телеканал «Приднестровье». И вручить ей наш памятный сувенир, сувенир об этом фестивале. Это вот фотография, тоже произведение искусства нашего боевого товарища Сережи Винокурова, на которой запечатлен наш памятник севастопольцам, погибшим в Афганистане, боевая машина пехоты, наш сквер и логотип боевого братства. Спасибо. Для вручения специального приза фестиваля «Военная тайна» на сцену приглашается автор и ведущий программы «Военная тайна» Игорь Прокопенко, а также председатель государственной телерадиокомпании Союзного государства и председатель жюри кинофестиваля, актер, режиссер, продюсер Игорь Угольников. Я скажу еще раз, повторю слова благодарности нашему жюри. Отсмотрено много работ, принято правильное решение. Это очень хорошо и нужно. И есть самое главное в этих работах. Нет холодного сердца. В этих работах всегда есть отношение человеческое. Это самое главное, что есть в этих работах. Спасибо всем создателям. Вы знаете, сегодня мы присутствуем на кинотелефестивале «Победим мы вместе» 10-й раз. И я думаю, что это, пожалуй, самый патриотичный кинофестиваль на территории России, на территории бывших стран Советского Союза. И сегодня, мне кажется, это очень важно, потому что в спокойные времена патриотизм — это такое понятие, как-то очень абстрактное и, может быть, не очень обязательное, потому что в спокойные времена хочется развлекаться, хочется зарабатывать, хочется отдыхать, хочется жить нормальной жизнью. А вот когда наступают времена, вот как сегодня, вдруг возникает ощущение, что и ты понимаешь, что патриотизм — это понятие очень конкретное, и от этого зависит твоя жизнь, жизнь твоих близких, жизнь твоей страны. Поэтому
Я думаю, что сегодняшний фестиваль это может быть очень, очень важная такая вещь и для Севастополя, и для Крыма, и для России. Я с большим трепетом душевным сегодня приехал сюда и нахожусь здесь, потому что мой дед погиб вот здесь, вот в Крыму, тоже в 1942 году. Вот я безумно счастлив находиться сейчас на этой сцене, видеть вас. И вот сейчас с Игорем Станиславовичем мы сейчас вручим приз. Специальный приз. Дело в том, что поскольку работа жюри была очень серьезная, и мы очень серьезно подходили к этому вопросу, то я сейчас в настоящий момент даже не знаю, кому мы вручаем этот приз, А я поскольку знаю. Сейчас зачитаю вот точно. только председатель жюри знает, потому что все остальные не знают, кому достанется этот приз. Главный приз, гран-при, присуждается фильму «О чем молчала 35-я батарея». Документальный фильм-драма, автор-режиссер Олег Штром. И поэтому сегодня мы вручали им этот приз от ООО кинокомпании «Фильм Окей». Мы обязательно передадим этот приз автору этой замечательной работы. Спасибо вам большое. Спасибо. Олега, к сожалению, сейчас нет здесь. Наверное, многие знают, что он рожден в Севастополе, но, к сожалению, не смог быть на фестивале. Мы обязательно передадим в Москве этот приз. Мы собрались сегодня, как всегда. Мы собрались, чтоб вместе дать ответ. Как миру и любви сказать нам «да», как миру и любви сказать нам «да». И как сказать войне и горю «нет». Свет добра нам воистину ведом, и несем его с радостью мы. Так приблизим же время победы над ничтожными силами тьмы. Так поднимем же знамя победы. Мы с верой и добром глядим окрест, идти вперед мы будем до конца. История и слава этих мест, история и слава этих мест нам наполняют гордостью сердца. Свет добра нам воистину ведом, и несем его с радостью мы. Так приблизим же время победы над ничтожными силами тьмы. Так поднимем же знамя победы. Великие культуры разных стран, они всегда оружия сильней. Так пусть же говорит телеэкран, так пусть же говорит телеэкран, объединяя творчеством людей. Свет добра нам воистину ведом, и несем его с радостью мы. Так приблизим же время победы над ничтожными силами тьмы. Свет добра нам воистину ведом, и несем его с радостью мы. Так приблизим же время победы над ничтожными силами тьмы. Так поднимем же знамя победы. Всех лауреатов приглашаем на сцену! Уважаемые... Вот и праздничный зал прозвучал. Очень символично, что именно сейчас, после того, как пропелся гимн фестиваля и прозвучал этот громкий взрыв, также громко прозвучат имена людей, кто награжден главными призами сегодняшнего фестиваля. Итак,
10-й международный фестиваль «Победили вместе» награждает дипломом первой степени фильм под названием «Сталинские соколы. Крылатый штрафбат». Автор Елена Емельянова. Вот она уже здесь вместе с другими лауреатами. Так, поздравляем. И специальный диплом жюри кинофестиваля «Победили вместе» вручается также Елене Емельяновой за картину «Сталинские соколы. Крылатый батальон». Ну, это же Крылатый надо. штрафбат. Я прошу прощения. Так. Лена, поздравляю. Так. Также отмечена операторская работа. Незаурядная работа за картину «Затерявшиеся в полях» вручается кинооператору Геннадию Морозову. Браво. Но... Приз получает режиссер картины Екатерина Головня. Катя, поздравляем. Так. А теперь Ой, а слово можно я прям Евгении одно Головня. слово? Мне очень жалко, что здесь нет Гены, он на очередных съемках, он все время в съемках. А сейчас я хочу завершить наше торжество радийными программами. Удивительным и уникальному человеку мы вручаем этот приз, у которого... Диплом первой степени участника фестиваля Егору Серову, который является автором цикла передач «Личный состав. История награды. Радиозвезда. Город Москва». Поздравляю. Спасибо. Добрый вечер. От имени телерадиокомпании Вооруженных сил Российской Федерации «Звезда» я вас приветствую и благодарю всех организаторов, членов жюри, гостей, участников фестиваля и эту святую Севастопольскую землю. Спасибо.